Сурхокусив, Новости 24. Современный способ сохранения природы. Речь идет о мобильном приложении «Зеленая Россия». Специальная программа для гаджетов, как считают разработчики, привлечет внимание молодежи к проблемам окружающей среды. Но несмотря на инновационные решения, одним из самых эффективных методов поддержания чистоты на улицах остается все тот же субботник, доставшийся нам от советского прошлого. Сегодня экологическая акция прошла по всей стране. Об этом Салим Хамхоев. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проводится ежегодно в августе по всей России. И в прошлом году по результатам этой экологической акции наша республика заняла второе место среди всех субъектов страны. В этот раз центральной площадкой для экологического субботника выбрали Малгобекский мемориал памяти «Лес Победы». Добровольцы движения «За Зеленую Россию» собрались здесь уже к 9 утра. Вилы и косы они разобрали без оглядки на занимаемые должности. Мы с утра сегодня начали работу. Побелено уже практически побелены все деревья. Проводится работа по очистке скошенной травы. В принципе, работа уже проведена на 80%. Вы, как сами заметили, выведены все учреждения, организации на территории города Малгобек. Это более 13 учреждений. Практически работа завершается. Всего экологический субботник собрал более 100 добровольцев, которые за считанные минуты очистили территорию от сухой травы. Сулейман Игиев под впечатлением от субботника вспоминает время, когда он был октябренком, и все так дружно выходили на уборку картошки. Когда я учился еще в младших классах, я даже еще поймал момент октябренка. Вот были такие вот мероприятия, которые проводились, и несмотря от того, что ты взрослый, маленький, начальник, директор, подчиненный, управляющий, не было такой разницы, и все вместе брали вилы, лопаты, работали во благо нашего города, работали во благо нашей страны, нашей республики. Вот. Мне очень прямо аж ностальгия, я смотрю на все, что здесь происходит, и на самом деле очень клево. В перерывы на отдых сотрудники комитета экологии продемонстрировали участникам субботника первое и пока единственное экологическое мобильное приложение «Зеленая Россия». Они надеются, что данное приложение сможет стать эффективным инструментом для привлечения молодежи к охране окружающей среды. Ну и, конечно же, какое общественное мероприятие в Ингушетии может обойтись без зажигательной лезгинки. Среди участников акции были и так называемые «зеленые пионеры». Каждому из этих школьников еще в день открытия мемориала поручили ухаживать здесь за своей группой деревьев. Напомню, что Малгобекский лес Победы – это более 3000 именных саженцев, высаженные в память о тех, кто добыл нам великую победу в далеком 45-м году. Ведь вырастить дерево – это не значит просто вкопать его в землю. Обратиться к вам, дорогие дети, в первую очередь. Это все посвящается вам. Вы должны продолжить наше дело и руководства республики, и руководства города, и вообще всей страны. Разрешите мне поблагодарить от себя лично, от всех руководителей города. Завершился субботник подведением итогов республиканского экологического конкурса среди муниципалитетов. Самым чистым городом Ингушетии был назван Малгобек. Первое место в номинации «Самый чистый район» тоже досталось малгобекчанам. А звание самого чистого населенного пункта республики получила Гази-Юрт Назрановского района. Салим Хамхоев, Ахмед Парчиев, Новости 24.